Вы смотрите актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. С начала специальной военной операции региональный штаб Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в Якутии начал помогать участникам СВО и их семьям. Во всех муниципальных районах и городских округах республики сегодня созданы муниципальные штабы акции. Гость нашей студии сегодня Айлан Винокуров, руководитель регионального штаба «Мы вместе». Айлан Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, расскажите о региональном штабе, какие цели и задачи вы сегодня ставите перед собой. Ну, действительно, да, как мы все знаем, наша акция вообще, она начала работать не только с начала специальной военной операции, да, она еще у нас зародилась, так скажем, во время коронавирусной инфекции в 2020 году, да, где наши волонтеры, мы помогали людям старшего возраста, которые находились на самоизоляции. Да, непосредственно работа началась в этой части, и когда началась... Ребята проводили очень большую работу, и когда началась специальная военная операция, мы работу переквалифицировали, да, по части помощи, конечно же, участникам специальной военной операции самим, да, и их семьям. На сегодняшний день у нас штаб работает здесь, в городе Якутске, да, основной офис у нас находится на Орджоникидзе 10, второй этаж, да, в актовом зале, где вот штаб у нас находится. Работаем по трем основным направлениям на сегодняшний день. Это, конечно же, в первую очередь помощь семьям мобилизованных и военнослужащих, да, которые сейчас находятся на специальной военной операции. Наши волонтеры помогают этим семьям в дому, в быту и так далее. Там еще подробнее расскажем. Второе направление у нас это, конечно же, помощь самим военнослужащим, да, мобилизованным. Это общественное движение «Якутия с тобой», где мы собираем, соответственно, гуманитарную помощь и направляем самим участникам непосредственно в опорные пункты, которые есть у нас в нашей республике на месте проведения военной операции. Вот. Третье направление – это у нас, конечно, психологическая поддержка. У нас есть по номеру горячей линии круглосуточная психологическая поддержка. И также в Telegram-сети есть бот по психологической поддержке. Вот. Непосредственно все желающие проходят. Мы ежедневно занимаемся помощью семьям. Да. На сегодняшний день наши волонтеры работают по всей республике. Сегодня выполнили более 3800 заявок от семей военнослужащих. Эта помощь, конечно же, может быть разная. Это помощь в быту, это помощь по дому, да, по различным, то есть там в магазин сходить, лекарства купить, ребенка сопроводить или еще что-то. Ну, то есть у нас на самом деле обширная работа у волонтеров, они всегда готовы помочь, прийти на помощь тем людям, которым действительно нужна помощь. То есть, конкретизируя, если нужно вот действительно здесь и сейчас помощь, обратиться Орджоникидзе 10. Да, Орджоникидзе 10, либо в социальных сетях. Ну и, конечно же, наша линия 122. По этой линии, по горячей линии могут дозвониться и нажимать кнопку 6. Непосредственно с 10 утра до 6 вечера операторы ответят и примут заявку от нуждающихся. Ну и сейчас у нас тенденция такая идет, да, о том, что мы уже практически довольно-таки долгое время уже работаем, и уже действительно те люди, которым нужна помощь, они уже напрямую выходят к нам в штаб, да, связь постоянно поддерживаем и, соответственно, работаем. Я предлагаю поговорить о той помощи, которую вы оказываете семьям мобилизованным и участникам самим специальной военной операции. Вот, насколько я знаю, осенью колка дров. Весной вывоз снега, сейчас в летний период. Ну, сейчас летний период, да, конечно же, люди готовятся к лету, да, они ждали это лето. И сейчас основная помощь, конечно, в районах это подготовка территории, да, то есть уборка дворовой территории, там, вывоз мусора, да, подготовка территории. И в городе Якутске это, конечно же, уборка квартир, мытье окон, да, кто-то с балкона убираем, да. То есть, еще раз говорю о том, что наши волонтеры занимаются на самом деле практически все. Да? Если даже вот немножко поконкретизировать, то вплоть до того, что мы волонтеров находим, например, вот недавно была заявка, жена мобилизованного, да, муж, соответственно, специальной военной операции, дома одна с детьми, и ей надо было повесить карниз. Да? То есть наши волонтеры спокойно пошли, повесили карниз. Да? И таких заявок на самом деле очень много, да, которым вот, нужна помощь. Да? Мы ее непосредственно оказываем, и люди откликиваются на это, да, то есть
вплоть до такой, ну, то есть до мелочной работы, да, которую, конечно, отец семейства должен делать, да, и он сейчас выполняет свой долг. И мы непосредственно, чтобы он не волновался за свою семью, наши волонтеры подставляют свое плечо и помогают вот их семье. Но это вот что касаемо адресной помощи, а непосредственно помощи участникам спецоперации. Непосредственно самой помощи участникам, это действительно, мы все, наверное, слышали, да, общественное движение «Якутия с тобой». Руководителем является Аел Джулурга этого направления у нас, да. И, конечно, это направление у нас сейчас делает основную работу здесь на Орджоникидзе-10 в Якутске. Это, конечно же, ребята работают по сортировке гуманитарной помощи, которая приходит, да, то есть начиная от одежды, да, заканчивая различными средствами пользования, да, то есть до бытовой химии, до различных одежд, да. Наши ребята ежедневно это принимают, сортируют, упаковывают, да. Помимо этого, еще у нас на Орджоникидзе здесь открылся швейный цех, где наши волонтеры сами шьют одежду для непосредственно вот людей, которые военнослужащих, мобилизованных, которые участвуют в специальной операции. Вот. И эта работа не заканчивается, она идет практически каждый день с 10 утра до 7 вечера на Орджоникидзе-10 штаб работает. Со всей республики вся помощь, которая вот накапливается здесь в нашем, да, в Якутске, ребята все это упаковывают и через партнеров, через правительство нашей республики поддержки, да, отправляет в Москву, а с Москвы непосредственно уже в опорные центры нашей республики, которые находятся там, и помощь непосредственно предоставляется. Помимо этого, бойцы, которые сейчас находятся в отпуске, они сами приходят в штаб, да, непосредственно предоставляют свои документы и уже забирают те вещи, которые им нужно. В штабе мы еще делаем блиндажные свечи, да, там же у нас плетут маскировочные сети, то есть работа очень, так скажем, актуальна и активно идет. И, пользуясь моментом, хочу поблагодарить тех волонтеров, которые вот на сегодняшний день ходят к нам, помогают, работают. Большое спасибо им, конечно. Ну вот работа штабов, она же не ограничивается только вот сейчас работой в условиях специальной военной операции. Какие еще направления есть? Да, действительно, вообще волонтерское движение у нас очень активно развивается, да, не только в стране, да, но и в республике. Все больше и больше людей включается в эту деятельность, да. Если мы раньше в волонтерстве говорили о том, что это в основном участвует молодежь, да, это вот школьники, студенты, да, то сейчас возраст возрастает. Люди начинают понимать о том, что волонтерство нужно, о том, что какие плюсы дает волонтерство, да. Люди приходят и вот по своей воле начинают помогать. У нас по волонтерскому направлению, конечно же, не прекращая работа идет по направлению здравоохранения. Это у нас волонтеры-медики. По патриотическому воспитанию у нас есть волонтеры Победы. Это ребята работают вот как раз-таки во всех майских мероприятиях, исторические квизы проводят и так далее. Да. Помимо этого есть у нас волонтеры культуры. Да, это тоже отдельное движение, отдельное направление, где тоже большое количество людей сосредоточено. Ну и, конечно же, самое актуальное направление – это у нас событийное волонтерство, да, как мы знаем. Это различные спортивные события, культурные. Да. Если немножко вот вспомнить, сейчас ребята готовятся к крупным событиям. Да. В следующем году у нас пройдут игры «Дети Азии». Сейчас мы скоро анонсируем волонтерскую программу. Мы ее полностью подготовили. Да. И вот таких событийных мероприятий, начиная от празднования эсэхов, заканчивая крупными спортивными событиями, ну, ребята ежедневно, ежемесячно, так скажем, да, включаются и помогают вот в организации такой работы. А сколько у вас всего в штабе волонтеров, и как привлекаете их к работе? Вообще у нас по всей республике, да, есть официальный портал по всей России, точнее, да, добро.рф, где регистрируются волонтеры. У нас на сегодняшний день более 17 тысяч волонтеров официально зарегистрированных, да, но сейчас работу, конечно, в штабе, за все время работы штаба было вовлечено более 800 волонтеров. Но ежедневно, вот, например, здесь в городском штабе здесь порядка 30-40 человек ежедневно ходят, помогают вот, работе нашего штаба. А может, вашему штабу что-то необходимо? Какая помощь нужна? Да, действительно, сейчас вот в рамках общественного движения «Якутия с тобой» сейчас мы, конечно же, объявляем набор, да, волонтеров. Волонтеры могут
приходить, помогать, да. Швеи могут подойти тоже помочь. Ну и, конечно же, собираем гуманитарную помощь, да. Всю помощь, которая вот необходима, они могут с нами вот связаться по номеру 508-892, да. Позвонить, уточниться, что нужно, необходимое. Но сейчас говорю о том, что сейчас необходимо все. Ну, то есть всю помощь, которую хотят оказать, конечно же, мы принимаем, начиная от продуктов питания, заканчивая различными вещами, да, то есть крупные предприниматели нам квадрокоптеры носят, тепловизоры кто-то носит, да, кто-то носит вот носки, кто-то носит бытовую химию и так далее. То есть вся вот нужная вещь, мы ее, конечно, с радостью принимаем. Никаких ограничений, Ограничений по по... этой части нет, да. непосредственно. Ну, Алан Васильевич, у вас сейчас есть возможность обратиться к нашим зрителям и высказать свое пожелание. Ну, пользуясь моментом, конечно, еще раз в первую очередь хочу выразить всем волонтерам, которые непосредственно сейчас принимают участие в работе штаба и не только, да, вообще всем волонтерам нашей республики, которые сейчас, не покладая, так скажем, своей времени, сил, помогают, выразить большую благодарность, да, пожелать им, конечно, всего самого доброго и приглашаю присоединиться к нашему движению, движению волонтеров Якутии. Мы вас ждем. Алан Васильевич, ну, в заключение, волонтерство – это призвание или жизненный выбор? Волонтерство – это норма жизни. Норма. Это наш девиз, мы к нему стремимся, и этого, соответственно, мы вольем жизнь о том, что волонтерство – это норма жизни. И более того, вы их даже воспитываете, да? Да. А вот как вы сами пришли в волонтерство? Волонтерство, ну, я сам вообще начинал со школьных лет, когда еще будучи школьником, как раз-таки начал событийное волонтерство на играх «Дети Азии» в 2012 году. Участвовал как волонтер, и оно как-то вот перетянуло. И непосредственно по сей день я работаю в этой сфере, да, руковожу этим направлением и добиваемся того, чтобы волонтерство для населения нашей республики стало нормой. И уже вот буквально в следующем году будете воспитывать новых волонтеров для Детей Да, Азии. да. Алан Васильевич, спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Ну, а я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До новых встреч!